Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, соотечественники! Здравствуйте, люди всех национальностей! Я как кризисный психолог работала в Курской области от движения «Народный фронт» и, можно сказать, вот увидела своими глазами, как живет Курская область, как живет Курск в сегодняшних сложных и страшных обстоятельствах, которые пришли на эту красивую землю. Мы работали несколько дней в гуманитарной миссии Курской области. То есть мы не были непосредственно на линии огня, не были непосредственно в зоне боевых действий. Мы работали с людьми, которые обеспечивают как военных, так и мирных жителей, причем и на территории военных действий, на приграничных территориях, и обеспечивают всем необходимым людей, которых вывезли из приграничных зон, спасли, разместили в каких-то вот пунктах временного размещения, в школах и так далее. Кто-то смог снять себе квартиру, кто, допустим, подготовился к отъезду. Очень многие люди, по рассказам волонтеров самих, очень многие люди не сразу были готовы уезжать, надеялись, что все очень быстро закончится, и за ними возвращались. Ну, вот нормальный человеческий фактор, да, очень, очень страшно оставлять, очень не хочется оставлять всю свою жизнь, весь свой мир, и очень сложно верить в то, что, ну, возможно, ты теряешь все, что было твоей жизнью, и вот на данный момент все начинается с нуля. Когда мы приехали в Курск, нас встретил молодой человек, который стал нашим ангелом-хранителем, водителем, проводником на все эти дни, которые мы там работали. Человеку 20 лет. Он приехал из Донецка буквально в первые дни вторжения ВСУ на территорию Курской области, и как опытный уже человек с военной закалкой в свои совсем юные 20 лет очень много знает, очень много понимает, прекрасно держится, всегда, мне кажется, в боевой готовности, живет вот в этом состоянии риска и опасности уже несколько лет. При этом это вот красивый молодой человек, с отличным чувством юмора, с какими-то фантастическими навыками вождения автомобиля. Я думаю, что вот этот боевой опыт и в зоне боевых действий, когда каждое твое движение может стоить тебе жизнью, да, каждый поворот руля может стоить тебе жизни, и это, конечно, сформировало какие-то совершенно потрясающие способности и способность ориентироваться на дороге. Гуманитарная миссия Курской области образовалась буквально в первые дни наступления ВСУ. Миссия образовалась из 3 организаций. Это Народный фронт, движение Народный фронт. Вы знаете, что это такое, это очень серьезное уже движение. Дальше это фонд Банк еды «Русь» и Всероссийский студенческий корпус спасателей. Вот эти 3 организации – это как 3 основных направления работы гуманитарной миссии. Понятно, что Банк еды «Русь» – это тоже уже известный благотворительный фонд, который обеспечивает территории, попавшие сейчас вот в такие сложные обстоятельства, продуктами долгого хранения, потому что людям, которых эвакуируют, им, естественно, постоянно нужны продукты, нужна еда, нужно что-то, на чем можно выжить. Дальше. Народный фронт – это, естественно, вся организационная нагрузка, это волонтеры, и Всероссийский студенческий корпус спасателей – это молодые ребята, которые владеют навыками первой медицинской помощи и работают там, где случаются какие-то чрезвычайные ситуации. Это могут быть пожары, наводнения, это могут быть боевые действия. Юные ребята, когда я их увидела вот перед собой, ведя групповой с ними тренинг, мы как раз работали над вопросом выгорания, и на меня смотрели совсем юные лица. Им 19, 20, 21, 22 года, и это уже такие взрослые, такие надежные, такие ответственные и подкованные в
вопросах первой помощи, вопросах спасения людей из очень сложных обстоятельствах. Я преисполнена гордости за нашу молодежь. Я вообще мощно пересмотрела вообще свое понимание о том, какая у нас молодежь. Никогда, собственно, не жаловалась, да, сама уже взрослый человек. Здесь сейчас я понимаю, что мы находимся в таком историческом моменте, когда формируется вот та молодежь, которая будет основой, фундаментом, социальным фундаментом, на котором будет строиться общество будущих лет. И вот эти ребята сидели передо мной, задавали вопросы, принимали участие вот в нашем тренинге, в нашем занятии. И кто-то из них срочно куда-то выходил. То есть было понятно, что есть задание, надо что-то решить, надо куда-то выезжать. Дисциплина железная. У каждого униформа, аптечка на поясе, все необходимое с собой. То есть в любой момент дня и ночи эти ребята могут вот буквально в 30 секунд прийти в состояние готовности и срочно куда-то выехать и заниматься спасением жизни. У меня на консультации, на личной консультации были двое ребят из ВСКС. И девушка одна, ей всего 21 год, она рассказала о себе, что вообще она, ну так сказать, трудный подросток и, можно сказать, из не совсем благополучной семьи. А вот попав во Всероссийский студенческий корпус спасателей, она тотально просто вот кардинально изменилась, потому что нашла смысл жизни и нашла свое призвание. То есть эта красивая девушка, она потрясающе красивая. Она для себя уже поставила цель сделать карьеру военную. Она осознает, насколько сложно девушке в такой профессии. И при этом она понимает, что это ее место. Она говорит: я чувствую себя на своем месте, я хочу быть спасателем, я хочу развиваться в этом направлении, потому что я вижу в этом настоящий смысл жизни и настоящий смысл ставить какие-то цели именно в этом направлении. Короче говоря, молодежь у нас совершенно потрясающая. Потрясающая. Я абсолютно в восторге, в восхищении молодыми ребятами. Понятно, что многие находятся и в зоне боевых действий, и в приграничных зонах, и работают волонтерами. А сколько ребят, которые получили травмы, восстановились и снова поехали на СВО, чтобы помогать другим, чтобы, может быть корреспондентами, освещать то, что происходит, может быть, работать водителями, привозить те же продукты, привозить вещи, которые необходимы ежедневно. Удивительные люди. Я познакомилась с совершенно потрясающими женщинами, мужчинами, ребятами молодыми. Вы знаете, там такая железная дисциплина, люди просто посвящают всю свою жизнь этой деятельности. И нам здесь, в мирных городах, не совсем понятно, ну да, гуманитарная помощь, ну привезли, ну развезли. А это целая структура, это целая организация деятельности, потому что это очень большое количество людей, это буквально может быть 5 20-тонных фур в день, которые нужно разгрузить качественно, разложить товары, да, соответственно, одно с одним, другое с другим. А еще нужно формировать до 5000 пакетов помощи нуждающимся. Каждый человек, который был эвакуирован из зоны боевых действий, из приграничных зон, имеет право раз в 10 дней получить свой пакет. Там продукты, предметы первой необходимости, предметы гигиены. И плюс еще по запросу, по необходимости те же сотрудники гуманитарной миссии формируют какие-то пакеты одежды, обуви, да, потому что, естественно, все это нужно. Есть многодетные семьи. Там есть семья, где 17, повторяю, 17 приемных детей. Вот вы понимаете, их нужно одевать, их нужно кормить, ими нужно заниматься
потому что, ну, вообще это целых 17 человек. Люди, можно сказать, оказались без всего, без элементарной одежды. Кто-то был в школе, ребята могли быть на физкультуре, в шортах, в майке и кедах. Все. И вот в этом состоянии их вывозят. Нет ничего, все осталось в домах, в квартирах, и теперь нужно все восстанавливать. Женщины, которые пришли ко мне на индивидуальную консультацию, удивительные, конечно, барышни, красавицы, умницы, которые просто по зову сердца в первые же дни пришли в эту организацию и начали работать, несмотря на то, что и в семье есть вопросы и задачи, и с детьми. Никто этого не отменял, да, у кого-то есть в семье какие-то серьезные заболевания, есть за кем ухаживать, есть дети, требующие внимания, то есть обычная жизнь женщины, которая замужем, которая работает и так далее. Но они понимают, что здесь вот тот участок работы и жизни, где они могут быть максимально полезными, и они хотят быть максимально полезными людям своей родины, своей родной стороны. И вот эти женщины мне говорили: вы знаете, как много у нас людей, требующих одежду и обувь, потому что наступает зима, и вот она уже настала, да, одежды просто не хватает. На одном новостном портале я увидела цифру, что вывезли из приграничных зон Курской области примерно 120 тысяч человек. Возможно, это не такая большая цифра, это не миллионы, но тем не менее, это 120 тысяч человек, которых нужно обуть, одеть, согреть, обеспечить нормальную какую-то, максимально нормальную жизнь. И вот эти женщины, они делятся, они говорят: вы знаете, конечно, приходят посылки, приходят машины с одеждой, которую отправляют люди отовсюду. Отовсюду в нашей стране отправляют посылки в Курскую область. При этом случается так, что приходят, ну, они, естественно, разбирают эту одежду, да, и они говорят: умоляем, пожалуйста, как-то вот не знаем, как это обозначить, мы очень благодарны, но, пожалуйста, так хотелось бы, чтобы нуждающиеся в одежде люди получили новую одежду или одежду в очень хорошем состоянии. Я вам как психолог просто сейчас объясню. Вот когда мы носим одежду брата, сестры, подруги, да, ну потому что вот мы там поменялись, нам осталось что-то от старшего члена нашей семьи и так далее. Это нормально, ведь у нас есть другие радости, у нас есть простая обычная жизнь, в которой много удовольствий, да, и какая-то вещь, которую мы берем там с плеч другого человека, потому что, ну, там подруге надоела куртка, да, я спокойно могу ее поносить, потому что мне она идет, мне она нравится. Что такого? А вот когда человек потерял все, свой дом, сад, всю свою одежду, вообще все. То есть он перешел в категорию остро нуждающегося человека. И вот когда такому человеку приносят заношенные вещи в катышках, я не знаю, ну то есть понимаете, да, какая у человека мысль? Ну да, вот. Собственно, я сейчас вот в такой ситуации, что уже только обноски там носить, уж что достанется. То есть людям и так плохо, им и так очень непросто сейчас жить, потому что все, что им доставляло радость, это все исчезло. Все, это осталось там, где сейчас идут боевые действия. И что-то новое, что-то красивое, что-то в прекрасном состоянии, в хорошем качестве, это вот эта долька радости в жизни, когда какая-то красивая вещь появляется, или, может быть, там новая обувь, новая теплая куртка, или шапка, или шарф. Для нас, живущих и работающих в городах и селах России, куда, слава богу, пока, и надеюсь, и не дойдет все, что происходит там в Белгороде, в Донецке, теперь в Курске, да, нам это ничего особенного не стоит. Купить что-то новое, собрать посылку, отправить в Курскую область. Я, например, сейчас собираю там, большие сумки, то есть я обращаюсь к своим друзьям, подругам, коллегам, да, и я говорю: давайте хорошие вещи соберем, и кому-то они пригодятся. Возможно, у вас они просто лежат в шкафу, вы купили, вы забыли. Иногда у нас с этикетками лежат вещи, да, а кому-то они будут радостью, кому-то они послужат.
и радостью, и одеждой, и вот этим психологическим каким-то положительным настроем, когда появляется хорошая вещь в гардеробе. И я даже вот призываю сейчас, давайте придумаем что-то такое, чтобы обозначить какую-то дату, да, может быть, несколько дней, и собрать, может быть, несколько больших каких-то упаковок с хорошей одеждой. Найдем грузовик, который пойдет в Курскую область, и отправим это вот в эту организацию, в гуманитарную миссию Курской области. У меня на индивидуальных консультациях были женщины, которые с болью, конечно же, вот, ну, только женщина может понять другую женщину и другую мать, рассказывали, как тяжело сейчас тем, у кого в семье оказались пропавшие без вести. То есть, конечно же, состояние психологическое тех людей, кто смог эвакуироваться полным составом семьи, это надежда, что все еще как-то образуется, вот нам помогают, и есть какая-то надежда на будущую хорошую жизнь. Там постепенно как-то обеспечивают жильем в Курской области. Ну, то есть как-то все налаживается потихонечку. Но есть семьи, где есть пропавшие без вести. И опять же, я видела цифру, ну что-то там более 5000 человек, кто пропал без вести вот во время первых дней военных действий в Курской области. И, конечно же, этим людям нужна психологическая поддержка, поэтому я надеюсь, что вскоре состоится новая поездка в Курскую область. И еще, что бы я хотела сказать, как меняет людей происходящая сейчас ситуация. Я встретила там молодого человека, ему 23 года, он был статный, военный, очень такой крепкий, волевое лицо, ну вот военный настоящий. И мы разговорились, а он сказал: я даже уже не представляю свою жизнь без ребят, без окопов, без риска, без военных действий, без оружия. Я, конечно, начала ему говорить: но это же все закончится, все обязательно закончится, делается все возможное, чтобы пришел этому всему конец, и вы вернетесь, вы создадите красивую семью, вы родите детей. Ну, то есть я как-то хотела вывести его на какое-то другое настроение, а он говорит: нет, я уже не могу без этого. Да и, в общем, найду я себе какие-то военные действия, все равно же где-то будет война. Вот представляете, как ломается, именно ломается психика у человека, который 5 лет, а этот молодой человек 5 лет воюет, ну то есть с Донецка, теперь вот Курская область. И для него это просто уже жизнь. Он получает контузию, он получает ранение, он лечится и возвращается. И я уже ни одного такого человека встретила. Я встретила их несколько. Они приходят домой, лечатся, восстанавливаются и даже иногда устраиваются на работу и не могут. Потому что вот что-то такое происходит с психикой, когда человеку уже трудно в мирной жизни. И вы знаете, я вот поняла, что сейчас огромная, конечно, нагрузка и вся вот эта опасность и риск жизни на тех, кто ушел на СВО. Но на нас с вами, на всех сейчас лежит очень серьезная задача по адаптации вернувшихся с СВО людей в мирной жизни. От нас требуется очень высокий уровень терпения, понимания, принятия этих людей, потому что невозможно нетравмированным, вот, психологически нетравмированным вернуться после таких жизненных обстоятельств, связанных с опасностью для жизни. И я призываю вас видеть таких людей, да, помогать им чем-то, как-то привлекать ребят, вернувшихся с СВО, к каким-то мирным заботам, придумывать какие-то мероприятия, может быть, приглашать их куда-то в школы, в институты, чтобы они могли почувствовать себя нужными здесь. Потому что, понимаете, они настолько отрываются от мирной жизни. Вот они говорят: а что тут делать? Здесь бесцельная жизнь. Тут ерундой люди маются.
Так не должно быть. Их надо встраивать обратно в мирную жизнь, чтобы они создали семьи, чтобы у них все было хорошо. И это задача не только психологов, которых сейчас все больше и больше, и мы занимаемся такими людьми, открываются центры психологической помощи участникам СВО. Это задача сейчас всех нас. И семей участников СВО, конечно же, прежде всего, и им непросто, и знакомых, и друзей, и просто людей, которые живут вот в нашем сегодняшнем обществе. Давайте будем помогать этим ребятам встраиваться в мирную жизнь, строить эту мирную жизнь и менять эту жизнь к лучшему. Спасибо большое за внимание. И еще раз, давайте что-то придумаем и поможем людям, нуждающимся в теплой одежде. Зима наступила, холода наступили, и одежда нужна, обувь нужна. Давайте что-то организуем, может быть, вот на этой площадке, на нашей, на площадке штаба татар. Здесь большое сообщество, здесь классные ребята, поэтому я уверена, что мы сделаем что-то хорошее. Ну, должны же мы что-то сделать, чтобы как-то помочь нашим соотечественникам. Спасибо еще раз за внимание.